по футболе. Встречайте команды. Трактор Крумкачи. Звучить державний гімн Республіки Білорусь. Там этот камерамен. Камерамен. Он там снимает. Именно лось менеджер клуба. Ее наверное, должны какие-то данные. Но это вроде как... Сколько вы заказывали болельщиков своих? Мы не заказывали, ну человек 200 обычно приходит. Так, всем добрый день, уважаемые телезрители. Сегодня мы с вами начинаем второй круг. Крумкачи начинает второй круг чемпионата Беларуси по футболу среди команд второй лиги. И игра между командами Трактор и Крумкачи. Сегодня для вас матч прокомментируют Дмитрий Подгорный и Евгений Деско. Привет, Дима. Привет, Жень. Очень рад тебя видеть сегодня. Вот это пятничный вечер. Минск спешит с работы, кто-то спешит домой, а кто-то прямо сюда, на РЦОР БГУ, где сегодня, как ты уже сказал, Крумкачи начнут для себя второй круг второй лиги Беларуси в Минском дивизионе. Это второй тур, собственно говоря, второго круга. Первый тур Крумкачи пропускали, собственно, как и в первом круге. Напомню я, что одна из команд, в общем-то, снялась еще до начала чемпионата. Календарь переделать не успели, и в связи с этим каждый матч одна команда тур пропускает. Вот и настала очередь Крумкачу начать свое выступление. Наконец-то, после месячной практически паузы. За это время команда провела, в общем-то, два товарищеских матча. В обоих уступила с общим счетом 5-2. Урожайные Вороны уступили с счетом 3-1. Дублю Энергетика БГУ с менее драматичным счетом 2-1. Также команда Сергея Козеки уступила. Ну, а также команда провела потрясающий болельщицкий турнир «Взлет Крумкачу», на котором, насколько я понимаю, команды, представляющие самих Крумкачу, команды профессионалов, места официально не занимали. В общем-то, такой добрый символический жест. Ну, а игра началась. Начинают ее команды в следующих составах. Жень, давай начнем, наверное, с номинальных хозяев сегодняшних. Это Трактор, выступающий в красно-черных формах. Итак, ну что, на воротах стоит номер 24 Вадим Олешкевич. Ну, необычный номер для полевого игрока. Первый номер Ярышко Евгений. Четвертый капитан команды Антон Сребненко. Седьмой Никита Дудо, кстати, лучший бомбардир Минского дивизиона на данный момент. О нем позже поговорим. Денис Ходоронок, 8 номер. 13 Василий Агафоненко. 15 Сидорович Роман. 16 Дмитрий Колечец. 23 Егор Исаченко. 77 Кирилл Исаченко. И 88 номер Виктор Орловский. Главный тренер Александр Феранчук. Ну, Дима, состав команды Крумкачи. Ну что ж, действительно в красивой белой форме.
в нашем гостевом комплекте. Номер 1 в воротах Андрей Напорко, номер 2 Данил Волков, номер 5 Януш Ладучка, номер 8 Арсений Стариков, недавно восстановившийся после травмы, которая иногда, к сожалению, его преследует. Вот не обошли они его и в номинальный перерыв июльский. Номер 10 новичок команды Илья Сугаков, экс-полузащитник Лиды. Номер 11 Вадим Фастовец, номер 13 также новичок Александр Бакиновский, 16 Кирилл Павлючик в центре защиты, как обычно, 96-й Максим Павловец, номер 97 Артем Куратник, капитан команды, 98-й Александр Яцкевич, где-то, как обычно, на левом фланге атаки. Главный тренер команды Сергей Васильевич Козека. Итак, команда действительно месяц был перерыва между официальными матчами. Конечно, если говорить о турнирную таблицу, хоть Крумкадши сейчас опережает команду Юни Минск на 1 очко, но команда Юни на 2 игры больше сыграны. Вчера Юни выиграла Энергетик Гату со счетом 4-0. Скажем так, они отыграли свое техническое поражение, и таким образом сейчас уже шансы выровнялись у команд, тем не менее, а вот за второе место борьба будет серьезной, так как и Трактор, и Энергетик Гату, и Юни, и Торпеда идут очень вровень, а путевки только 2. Сейчас атака Александра Яцкевича. К сожалению, он сталкивается с защитником команды Трактор, и сразу Трактор идет в атаку. Не вышел Трактор из обороны, продолжается атака Крумкадшу, вернее продолжалось какое-то время, еще несколько секунд, но брак в центре поля мешает нашим футболистам пока что за мяч зацепиться полноценно. На левом фланге игра, номер 13 с мячом, передача на Антона Сребненко. Сребненко назад, Трактор, в общем-то, чем он был примечательным в в первом круге. Да, в первом круге, о том, что команда, несмотря на то, что никогда не славилась большой скоростью и яркостью в атаке, пожалуй, была именно той командой, которая смогла забить едва ли не больше, чем половина, а то и большая часть команд, в принципе, второй лиги на данный момент. Ну, и плюс счета зачастую в матчах этих команд были такие, что не было понятно, откуда столько голов берется, если Трактор, в общем-то, никогда не играет скоростной футбол. Вот сегодня, я надеюсь, Трактор этот миф развенчает. Возможно, не так сильно я следил за этой командой до этого. Передача в штрафную, об этом поговорим попозже. Стариков. Подача. Фастовец открывается на дальнем фланге и в противоборстве с номером 13. Вот посмотреть бы, кто это такой. Василий Агафоненко. Так, знакомимся с командой Трактора еще раз. Вот, честно говоря, все фамилии, практически все, хотя у Трактора были изменения в трансферное окно, практически все фамилии нам так или иначе знакомы. Вопрос только что в лицо. Мы помним далеко не всех. Ну, разве что выделяется Антон Сребненко. Во-первых, капитанская повязка, а во-вторых, своим исключительно богатырским телосложением в центре обороны. Я думаю, что такого защитника пройти действительно непросто, особенно если не иметь к нему правильного подхода. Итак, Трактор также провел один матч уже в рамках второго круга. Обыграл он Урожайную со счетом 1-0 в гостях. Я так понимаю, что это проходило на полях комплекса ФК Минск. Именно там Урожайная, собственно, свои домашние матчи и проводит. Ну, в отличие от товарищеского матча. Жень, насколько я знаю, ездили вы смотреть тот матч куда-то за город? Так, ну, я присутствовал только на матче Энергетик БГУ, да, дубль против Крумкадшу. И там, в принципе, как по мне, важнейшая задача была разыграть тактические схемы, особенно даже было видно по энергетику, энергетику БГУ, потому что очень много разыгровок было в штрафных ударах. И, к счастью, так, скажем так, все-таки это только лишь товарищеская игра, хотя Энергетик БГУ тоже была очень сильная команда, лидер дубля. А с Трактором, кстати, уже 3-я игра в этом сезоне, мы 2 матча выиграли со счетом 7-0, но надо больше всем запомниться первая игра дивизиона, так как Трактор тогда, скажем так, больше назывался судейство, которое было в нашу пользу. И судейство ведь правда во многом было в нашу пользу впервые за несколько лет. Да, действительно. Второй матч Кубка мы выиграли со счетом 5-0, и как бы это могло позволить нам уже пройти дальше на игру с Ислачью, но это уже совсем немножко другая история. Сейчас у нас вторая лига, вторая половина, где, в принципе, сейчас очень важно, конечно же,
оторваться от соперников, и дать себе возможность в раунд плей-офф выйти сильным и таким образом получить более такую, как говорится, слабую команду. Хотя, конечно, там уже никакого шанса на какую-то осечку мы не можем себе позволить. Но в течение 2 месяцев будут проходить матчи второго круга, август и весь сентябрь. То есть каждую неделю у нас будет ожидать матчи, никаких перерывов у нас не ожидается уже больше. И кубковых перерывов в том числе, которые очень сильно подкорректировали график команды во второй лиге в первом круге. Тогда, собственно говоря, из-за кубка наш календарь просто удлинился недели на 3, если быть точным. Поэтому, да, действительно, Жень, к концу сентября мы уже должны будем узнать свое место в сетке плей-офф, куда мы верим, мы, естественно, попадем. Ну и пока что система распределения очков, пожалуй, нам очень сильно благоволит. В этом смысле она не поменялась, а Крумкадши игру за игрой баллы набирают. 7 побед и 1 ничья в матче с БГУ. Таков результат финальный по итогам первого круга у Крумкадшоу. Да, кстати, о том, кто стремится за нами в погоню. Юни Минск, имеющий на 2 игры больше и на 1 очко меньше, вчера обыграл Энергетик Гату со счетом 0-4, в общем-то, решив практически все моменты во втором тайме. Ну, если учесть то, что первый мяч был забит буквально на последних секундах первого тайма, то можно сказать, что действительно на второй тайм стал определяющим. Итак, сейчас в атаке Кирилл Павличик с мячом, пошел на правый фланг, пытается найти адресата удара. Александр Бакиновский сейчас пытался заводить мячом, но очень плотно играет в обороне, кстати, команда Трактор, очень максимальную опеку использует. И, конечно, сейчас, видимо, что Вороны пытаются как-то найти возможность пройти, скажем так, Трактор. И, к сожалению, сейчас мяч теряем. И сейчас вот в атаке сейчас Егор Исаченко на левый фланг. И удар, да, и сейв. Еще один удар. Если честно, непонятно, что это было. В общем-то, удар по воротам и попытка прибить того нападающего, который не прошил сейчас Андрея Наборок буквально с 3 метров. Упор. Контратака Трактора. Вот что сегодня действительно опасно. Вот что сегодня смотрится главным оружием Трактора. Пожалуй, учитывая то, как Трактор смотрится в обороне, а смотрится он максимально сбитой, играющий в очень плотный, вязкий футбол командой. Именно контратака сейчас. Так, это оружие Трактора, и то, что Трактор сейчас вышел к нашим воротам после ошибки Вадима Поставца, это, наверное, то, к чему Трактор готовился. Да, кстати, удар пробивал Никита Дудой, уже сказал, что это на данный момент лучший бомбардир Минского дивизиона. На его счету 8 забитых мячей. На втором месте Александр Винскевич, у которых 7 мячей, и который сейчас пытался пробить центр штрафной, но, к сожалению, опять блокировка от футболиста команды Трактор. И сейчас вот у нас угловой удар, его пробьет, как обычно, Вадим Поставец. Кстати, у Крумкадшоу еще за время трансферного окна было несколько новых подписаний. Среди них вот 2 футболиста, уже которых в составе, это Илья Сугаков и Александр Бакиновский, а в запасе еще у нас есть Павел Рацкевич. И также Никита Киралиди, который еще в прошлом сезоне пылил за нашу команду и со временем отвоевал свое место в стартовом составе. И весьма вырос. В этом сезоне выступал за футбольный клуб Малорита, который, к сожалению, просто оказался расформирован посреди сезона. В общем-то, проблемы финансового характера, преследующие, я бы не назвал это большой брестской тройкой, но все-таки Динамо Брест, Рух и Малориту, в частности, которая стала, в общем-то, изначально проектом Динамо Бреста, позднее перешла больше негласно под Рух, но все же проблемы, преследующие финансовые эти команды, сейчас вылились в то, что 2 из них, Рух и Малорита, вовсе не присутствуют на футбольной карте Беларуси. Так, у нас какие-то есть проблемы сегодня, вижу, проблемы с мячом есть, потому что я смотрю, что уже второй раз и судьи, и футболисты меняют мяч, скорее всего. Ну, бывают такие проблемы, что футболистам еще неудобно бить, и разность того, как, под каким давлением накачан мяч, конечно, имеет разную физику, и, что, конечно, может повлиять на то, как играть в игру. Так, сейчас удар Старикова. На Артема Куратника принимает он мяч. Бакиновский, неловкая такая скидка. Здесь Волку приходится бороться за мяч. Но ведь и Трактор идет вперед, и Куратник в данном случае сыграл довольно грубо по хоккейному плечом. Я не знаю, уж в корпус ли, в грудь или в лицо, но судя по эмоциям футболистов Трактора, сыграно это было, скорее всего, против правил. Судья считает иначе. А Волков в данном случае за мяч
не зацепился, долго его не сохранил. Мяч остается. Крумкачев. Из аута мяч ведем. Итак, ну, кстати, что еще сказать, да, про подписание. У нас еще есть два подписания. Это Павел Щука и Илья Короленко, которые по программе абонементов получили возможность заявиться на вторую половину сезона за команду Крумкачи. Хотя, конечно, абонементов было куплено больше количества, чем 2, но, к сожалению, опять же, да, требование обязательно было наличие мужского пола и возраст от 16 лет. Понятно, что, ну и, собственно, желание сыграть за футбольный клуб. И надеемся, что Илья и Павел скоро тоже окажутся на футбольном поле. Кстати, на взлете они уже играли за команды футболистов. Да, действительно так. На взлете и Илья, и Павел выступали за команды, собранные из футболистов Крумкачева. Ну что ж, пора привыкать к новому окружению, пора сбиваться с партнерами по команде. Кто знает, символические абонементы, возможно, совсем не символическое значение для клуба. Да, тем более, что Илья сам говорил, что его желание было сыграть на центральном нападении, но посмотрим, как получится. Все-таки задача Сергея Васильевича найти нужное для них амплуа, которым они смогут чувствовать себя удобнее. У нас пока атака Максим Павловца, удар поворотом, ближний угол, вот и Вадим Олешкевич. Вадим Олешкевич вступает в игру. Впервые за 12 минут матча, как ни странно, Крумкачи, опять же, владеющие преимуществом, к воротам подходить не спешат. И, в общем-то, пожалуй, остается самый важный момент. Первая часть сезона. Слабая реализация, но это было не в каждом матче, безусловно. В первых турах обычно было. Все-таки далеко не каждый матч знаменовался тем, что Крумкачи использовали хотя бы 20% своих возможностей. И тут уже, кто бы что ни говорил, но это практически факт. Был бы подключен Инстат второй лиги, я думаю, что это можно было подтвердить как-то более чем на словах, но все же, уж поверьте мне. Сейчас Ладуцька с мячом, пас на левый фланг Александру Яцкевичу, и вместе с Максимом Павловцом они играют заодно, и идет дальше в атаку, центр переходит в оборону, Илья Сугаков сейчас мячом. Кстати, обратите внимание, Жень, что играет он под 10-м номером, видно, что комментаторам это было легче, в общем-то, воспринимать этого футболиста, потому что Ян Комаров, выступавший под 10-м номером, именно в опорной полузащите, в общем-то, команду в межсезонье покинул. Да, к сожалению, еще нас покинул Илья Денисеня и покинул еще его Илья Тоболич. А также Егор Хомич, а также Артем Бричак. Но Артем Бричак, насколько мне известно, сейчас пытается найти себя в дубле Дзержинского Арсенала. Что интересно, на полях малой высшей лиги, можно сказать, и желаем Артему развиваться и расти, и не сидеть в запасе, тем более, что в прошлом году уже Артем себя показывал как весьма способный футболист. Будем надеяться, что для Артема все сложится благосклонно. В центре мяч, передача на Волкова, подача, удар поворотом едва не был нанесен. Дудо под вынос мяч откидывает. Здесь же ошибка. Едва Стариков не ловит футболистов Трактора на таком вот неловком моменте, а все же ошибка запустила целиком последующих, и выйти из-под прессинга Трактор уже не сумел. И пускай мяч он за собой сохраняет, но это тоже ненадолго, ведь Дудо сейчас окинул его за пределы поля, а дальше уже и Крумкачам нужно как-то с мячом распоряжаться. Стариков. Передача налево. Яцкевич едва ли не левым защитником сейчас Александр играет. Вот на забегание в штрафной Саша есть. У него возможность развернуться, отдать на Павловца. Павловец дальше с мячом. Так, Стариков снова играет по сути, на левой защите. Далеко, глубоко где-то находится Януш Ладуцька. Пытается Даниил Волков сейчас владеет мячом. Кроме этого, еще Александр Яцкевич стал лучшим футболистом июня по версии болельщиков. Получил он также на взлете свой приз лучшего игрока. И, конечно же, это показывает о том, что его мастерство помогает им, в том числе молодым. А вот команда «Трактор», кстати, если посмотреть по возрасту футболистов, ну, примерно где-то достаточно такой возрастная команда. Собственно, одна из самых возрастных команд была в начале чемпионата. Сейчас, насколько я вижу, команда несколько помолодела. Этому способствует трансферное окно, которое, в общем-то, показало, я думаю, весьма естественный процесс, просто естественный отсек при повышении уровня, на котором выступает команда. «Трактор» входил в этот сезон, основываясь на тех футболистах, которые выступали за
эту команду еще в АЛФ. Сейчас же команда несколько обновилась, покинула команду группа из примерно 8 футболистов. Ну и самым молодым футболистом сейчас среди всех на поле является именно игрок красно-черной команды Егор Исаченко, номер 23. За его игрой можно будет последить, я думаю, внимательнее. Вот и сейчас мы, кстати, его видим. Он на ближней к нам бровке. Игрок фланга атаки. Посмотрим, какую конкуренцию он сегодня навяжет своему визави Данилу Волкову, выступающему, напомню я, на правом фланге обороны у Крумкачев. Калеч сейчас с мячом. Вот пас, кстати, на Исаченко. Сейчас хорошо идет в атаке. Данил Волков пытается его прессинговать, но, к сожалению, все-таки дальше идет пас уже на команду. Продолжает атака, уже с правого фланга играет Трактор. Снова у нас Ходоронок с мячом. Активно Трактор играет, кстати, с мячом, пытается владеть, пытается найти какие-то пробелы у Воронов, но пока что мяч выходит за пределы поля, и наши футболисты мяч подадут. Откровенной слабостью смотрится то, что Трактор, пускай двигается вперед, но исключительно медленно, буквально позиционно, никак не форсируя события, что позволяет Крумкачам вовремя перестраиваться. А это ведь команда делать умеет. Команда весьма обучена, и Сергей Васильевич Козека, в общем-то, тренер, который тактике уделяет очень немалое внимание, особенно в переходной фазе атака-оборона. И вот как раз-таки, когда Трактор получает мяч, у Крумкачева остается едва ли не 15 секунд, чтобы просто перестроиться в оборонительные порядки, чего, наверное, футбольная стратегия позволять просто не должна. Да, кстати, еще стоит отметить по уходу Ильи Денисени. Я вчера уже видел его в заявке на матче команды «Энергетик Гаты», так что Илья быстро нашел свой клуб, в котором уже проводит дальше вторую половину сезона. Сейчас атака команды «Трактор» и далекий навес Антона Сребненко, который, к сожалению, попадает в руки мячу Андрея Напорка, нашему вратарю. И теперь с мячом находится уже команда «Воронов». Палаец с мячом. Передача на свободного Фастовца. Фастовец. Классный прием. Обработка просто изумительная у Вадима. Есть хороший навес штрафную. Яцкевич в сумасшедшем прыжке пытался замкнуть передачу. И смотрелось это очень красиво, если бы не одно «но». Яцкевич не попадает мячом, головой по мячу. А во-вторых, это положение было вне игры. Почему-то видел судья. Неужели? Линейный судья, да, вот положение вне игры было. Поэтому даже если был бы забит гол, красавец, но, к сожалению, все-таки это поза гульней, кажется. Уж не таким очевидным он оказалось на самом деле. Офсайд, пускай и заметен был с Евгением Охременей. Сегодня первым помощником арбитра. Собственно, как определить помощника арбитра, вернее его номер в протоколе, просто нужно посмотреть, на какой бровке находится этот арбитр. В общем-то, по футбольной старой сложившейся традиции первый помощник судьи обычно находится на ближней бровке. Главный же арбитр сегодняшнего матча Евгений Ясинович. Так, Стариков снова с мячом, опасный стык, тоже с 8 номером Денисом Ходоронком. И уже, наверное, третий фол на Арсении совершают футболисты команды «Трактора». Кстати, наверное, стоит про «Трактор» еще сказать интересную вещь. Наверное, все запомнили эту команду по главному генеральному спонсору команды. Это Ritual Buy, да. Ну так, снова на Фастовца навес, но, к сожалению, пас был слишком сильный, и мяч оказывается выше ворот, не проходит, выходит за пределы поля. И снова начинается атака команды «Трактор». Кстати, интересно, на этой неделе ситуация. Матчи Минского дивизиона играются 4 дня подряд, то есть каждый день какой-то один матч будет играться. Да, завтра, в частности, а вот что завтра? Как раз таки, я помню точно, что БГУ в воскресенье на этом же стадионе в 3 часа дня принимает футбольный клуб. Так, кстати, напоминаем... Футбольный клуб «Урожайная». Вот, а завтра Дюшор Динамо сыграет на стадионе своем, на Динамо-Юне, в общем-то, с футбольным клубом «Серебрянка». Так, кстати, мы вам еще напоминаем, что вы можете оформить подписку на Патреоне, где вы можете увидеть эксклюзивное видео, которое у нас есть. Также вы можете оформить во время прямого эфира донаты. И вот, кстати, сейчас пришло донат на 1000 российских рублей. Ну, без сообщений, но, тем не менее, огромное спасибо тем, кто это делает, поддержку клуба. Огромное вам спасибо, поддерживайте клуб, не забывайте, так как это очень благое дело, на самом деле. Учитывая то, что клуб, в общем-то, сейчас выступает во второй лиге, и, естественно, притоки
инвестиции в клуб серьезно сократились в связи с тем, что, в общем-то, просто такого интереса лига не представляет, да и четких задач пока Крумгачи обрисовать не могут на ближайшие несколько лет. В общем-то, да, действительно, ваша поддержка, уважаемые болельщики, будет для нашего клуба очень и очень важна. И, кстати, да, на самом деле, стоит отметить, наверное, что по статистике смотрели по поводу первого круга, Крумгачи оказались не самой посещаемой командой второй лиги. Итак, Артем Куратник сейчас с мячом, к сожалению, мяч. А вот не было ли здесь положения вне игры? Если честно, верю я в то, что не было, однако смотрелось все куда более очевидно, чем в предыдущий раз, когда Александр Яцкевич выпрыгивал, уж мне казалось, знаешь, как в гандболе из-за пределов, можно сказать, запретной зоны возле ворот, и вроде бы успевал перед пасом выпрыгнуть, но именно там бригада арбитров усмотрела нарушение правил. И, так вот, мы вернемся к посещаемости клуба. Наверное, самый посещаемый клуб второй лиги является Нива из города Нива Далбизна, из Альшан. Конечно, это маленький, кстати, поселок, который, в принципе, люди, кстати, ходят на футбол, очень самое что интересное. Нива Далбизна, в общем-то, и результатами радует. Наравне со Стэнлисом эта команда пока единственная, которая все свои матчи выиграла. Ни в одном даже ничьей не было, не то что поражение, а подача в штрафную Крумгачу. Волков провожает мяч глазами, Напорко даже не делал движения навстречу мячу, все контролировала бригада оборонительная. Ну а здесь, судя по всему, пауза на водопой. Действительно, жаркая погода сегодня, на 23-й минуте уже, собственно, ровно половина тайма прошла. Да, действительно, вечером, а все же плюс 27 градусов выше нуля. Учитывая то, что днем было солнце, я думаю, что столбик термометра поднялся до плюс 32-33. Уж не знаю я точно, но по ощущениям было именно так. К такой погоде, в общем-то, в Беларуси далеко не все привыкли. Обычно здесь все-таки температура держится в районе 22-23 градусов тепла, и это даже считается весьма-весьма жаркой погодой. Но что касается сегодняшнего дня, действительно, погода, и, возможно, кого-то он порадовал, кого-то огорчил, но для футболистов, в общем-то, такие погодные условия являются, если уж не экстремальными, то, во всяком случае, сложными. Да, на самом деле, даже вот видно по главному тренеру Сергею Васильевичу, всегда прыгивает в спортивной форме, сегодня шорты с майкой, потому что погода, сейчас вот какой-то ветерок есть, но все равно погода очень жаркая, и особенно если на синтетике играть, то, конечно, оно будет очень сильно греть поле, и, конечно, температура самого поля, я думаю, где-то будет, может, под 40 градусов, что, конечно, будут доставлять какие-то определенные неудобства, и всякие падения для футболистов, конечно, будут выглядеть очень болезненными и очень неприятными. Плюс известно, что, в общем-то, обувь, которая на данный момент, большинство футбольной обуви, она все-таки сделана на основе, в общем-то, материалов, на основе пластика. В общем-то говоря, в них просто даже играть очень-очень неприятно, когда поле, грубо говоря, горит. В общем-то, и нога в этот момент начинает гореть. Да, при этом во многих вот чемпионатах всегда стараются игры переносить на более позднее время. В России планировали, вот на многие матчи РПЛ переносили на более позднее время, даже в 21:30 матч проводили, только с той целью, чтобы не было так жарко играть. И, допустим, в России продумали систему тем, что команды, которые играют на севере, они играют больше летом. А вот уже, где сезон, где более теплый климат на юге, там, конечно, играют почти зимой. Момент, удар поворотом, мимо, в дальний угол наносил удар Максим Палец, классная комбинация, приходит в штрафную Куратника и Половца, закончилось, увы, ничем, но опасный момент, пожалуй, в актив Крумгачу занести можно. Да, Жень, ты абсолютно прав, действительно, погодные условия просто не позволяют большинству команд, играющих так или иначе на севере, даже, в общем-то говоря, в Москве, выступать дома стабильно в ноябре, особенно во второй части ноября. Небольшая стычка происходит сейчас на фланге. Максим Павловец оказался одним из фигурантов неприятного неспортивного эпизода. Возможно, и предупреждение сейчас будет от Евгения Ясиновича. Хотя, учитывая то, как сейчас пытается просто поговорить с футболистом главный арбитр, возможно, ограничить своим предупреждением устным, но, наверное, в последний раз. Дальше, возможно, уже будет вопрос стоять о том, чтобы давать горчишников. Так, на Данила Волкова пас сейчас был, ну не пас, по сути, удар, но пришелся на Данила Волкова сейчас. Александр Бакиновский с мячом. Вадим Поставец быстро пытался пройти через прессинг
Дениса Ходоронко, но не проходит его, хотя хороший стык сейчас снова был. И мяч уходит за пределы поля. Так, с мячом команда Трактора, пас на Никиту Дудо. Пойдет быстренько в атаку, хватает, в принципе, видно, что весовая категория разная между Арсением и Никитой. Конечно, сегодня Никита будет под прицелом, наверное, футболиста Форонов, особенно защиты или опорной полузащиты. Все-таки лучший бомбардир. И в эффектном подкате сейчас на дальнем фланге защитник Трактора выбивает мяч буквально из-под ног Александра Яцкевича. Пожалуй, это единственное, чем мог его остановить в том эпизоде. Ведь мяч уходил за пределы поля, ведь нужно было броситься на последнем сантиметре этого чудесного зеленого газона, чтобы мяч этот выбить и оставить его за Крумкачами. Ну вот, действительно, гений стратегической мысли. Илья Сугаков, сразу Илью двое окружали футболистов, но выстоял в данной ситуации. И снова пытаемся идти в позиционную уже атаку. Данил Волков с мячом, ближе как-то к центру сместился Даниил, Вадим Фастовец, Яцкевич. Снова Фастовец, Киновский снова с мячом пытается удержать мяч. Какая-то просто мешанина сейчас происходит на футбольном поле. Немного напомнил такой школьный футбол часто. И все-таки когда несколько пытаются выбить мяч у одного, причем выбивая в прямом смысле. Сребненко в борьбе против Волкова. Эко сейчас поджали футболисты Крумкача у Трактора возле своей штрафной. Снова стык на Никите Дудо. Желтая карточка получает Кирилл Павлючик в игре. Ну, я говорю, что сегодня Никита будет под прицельным вниманием наших футболистов. И уже, наверное, 4-й фол на нашем на игроке команды Трактора. А игра все же висковата. Да, пока что... Если мы хотим говорить о зрелищности, то зрелищность здесь возникает исключительно спорадически. И, пожалуй, все сводится к борьбе и очень непростым взаимодействием футболистов в, я бы сказал, обоюдных, плотных игровых порядках. Ну и учитывая то, что Трактор, в общем-то, так и не пытается играть быстро, я думаю, что такой рисунок игры будет прослеживаться большую часть матча. Уж не знаю я, что может переломить следующую картину. То ли желание кого-то из команд отыграться, чего пока, в общем-то, просто в чем просто пока нет необходимости, если уж так говорить. Ну и, наверное, некий всплеск мотивации. Уж не знаю, от кого идущий, от болельщиков, от тренеров или же от самих футболистов. Вот, в частности, Кирилл Павлючик, как опытный футболист, мог бы, наверное, несколько и подзадорить своих же более молодых, но не всегда коллег. Макиновский с мячом сейчас на Куратника пас. Куратник падает в штрафной. Фастовец, удар поворотом, заблокирован на подборе. Дудо, Стариков, Эко легко с мячом сейчас оказался, ну и дальше бьет. Выше ворот. Да, выше ворот сейчас мяч пробил Арсений Стариков. Снова будет, ну, пока что, видимо, что команда особо не заходит на внутрь, скажем так, в штрафную площадь. Видимо, пока пытается играть на дальних ударах, скорее всего. В общем-то, Арсений Стариков далеко не всегда старался в штрафную площадь войти. Действительно, старался он сохранить примерную свое позиционное расположение во время матча, вне зависимости от того, какая фаза атакующая или оборонительная все-таки у команды прослеживается. Ну и плюс все-таки бить он умеет, как Артем Куратник. Тот же, в частности, и свой удар он даже чаще показывал, обозначаясь в протоколе матча как автор забитых мячей. Итак, сейчас... Передача неточная, напорка, вперед идет Трактор, под штрафной, удар поворотом, внешний, с подкруткой и мимо. Да, мимо, на самом деле, большое количество болельщиков Трактора. Команда Трактор присутствует, активно поддерживает болельщики футбольный клуб. И, что, конечно, это не может не радовать, что есть, конечно, нашим болельщикам с кем где-то даже посоревноваться, где-то даже поконкурировать. Данил Волков с мячом сейчас. Кирилл Павлючик снова, наверное, пытается начать какую-то атаку. Стариков очень глубоко вниз ушел, прямо в самую, что ни на есть, опорную полузащиту. В общем-то, очень частый момент, использующийся сейчас в современном футболе, когда опорный полузащитник уходит играть Гроря последнего при начальной фазе билдапа, так называемого, при начальной фазе выхода в атаку.
Но об этом, наверное, лучше бы рассказал Владислав Татру, как очень хороший тактический аналитик. В прошлом сезоне он вовсе раз в неделю, даже когда уже не комментировал на Sportex Club BY, в общем-то писал аналитические статьи тактического характера на тот же самый портал, который, к сожалению, сейчас с Крумкачами уже не работает. Передача назад, Напорка. У Напорка вариантов на самом деле немного, потому что Трактор пошел в высокий прессинг, что для него, в общем-то, не характерно. Интересно, что будет Трактор делать, если вдруг не случилось. Никто не отрезает Трактор хорошей длинной передачей. Дудо возле штрафной, Дудо подкатывает себе мяч на ход, проходит штрафную. Передача неточная, и здесь же вынос от Волкова. Забавно, что мяч заметался по штрафной, ударившись сначала в Кирилла Павлючика, и вроде бы уже намереваясь уйти на угловой, но в итоге, найдя свое финальное пристанище в ногах у Никиты Дудо, того же, кто, в общем-то, эту кашу и заварил. Так, сейчас снова нарушение правил команды Крумкачи. Долго тут что-то пытались найти зону, где было совершено нарушение правил. И снова в атаке команды Саченков, снова с мячом. Очень так хорошо играет, на самом деле, такого в атакующего полузащитника играет в классическом стиле. Конечно, что игра такая очень опасная, на самом деле, пока на данный момент. Уже прошло, по крайней мере, 30 минут, и, честно, время очень быстро летит, значит, мы видим пока что хороший матч. Да, действительно, Крумкачи, пожалуй, стараются добавить огня в этот матч. Трактор уже, наверное, большое должное стоит отдать за то, что он, несмотря на то, что не старается идти вперед с помощью скорости, все же ловит Крумкачи грамотно на ошибках, которые, наверное, грамотно разбирал в тренировочном процессе. За это, в общем-то, Александру Феранчуку стоит сказать спасибо. И пока игра, пожалуй, смотрится равно. Если посмотреть даже по статистике, сколько было опасных моментов у Крумкачева, сколько у Трактора, то, наверное, здесь и серьезного превалирования со стороны Воронов наблюдать не придется. Тем более, что Трактор, конечно, идет вот это вот лидирующий, скажем так, занимает вот эти места. Во второй четверке, понятно, что первое место Крумкачи, которые были сильно оторвались после первого круга, и поэтому сейчас Трактору, конечно, важно тоже набирать 3 очка, чтобы они смогли выйти в серию плей-офф, так как 4 команды, и, ну, скажем так, 5 команд и 2 места, которых можно получить, выходя в плей-офф турнира. Да, но конкуренция за плей-офф, пожалуй, весьма и весьма серьезная. Знаем мы тот факт, что, в общем-то, Юни Минск и Торпедо борются до последнего, и команды действительно боевые, команды, с которыми играть трудно каждому сопернику, команды, которые, пожалуй, у Крумкачева вызвали большие-большие проблемы, даже несмотря на то, что Юни-то мы обыгрались с разгромным счетом, а вот с Торпедо едва-едва смогли забить 1 мяч. И все же матчи были весьма напряженными, и с Трактором, наверное, так тяжело нашей команде не приходилось. Разве что скидку можем сделать мы на то, что матч с Трактором стал первым официальным в сезоне для Крумкачева, и тогда еще просто игровые взаимодействия у команды были далеко не на самом высоком уровне, а вот уже продвинутые, научившиеся играть друг с другом Крумкачи с Торпедо тогда едва-едва не потеряли даже шансы на победу в том матче. Если я не ошибаюсь, Торпедо боролась действительно до последнего, и хрупкое преимущество Крумкачи тогда удержали. Вырывание в штрафную, передача в центр, еще одна передача, и игра рукой, по-моему, штрафной была сейчас со стороны футболиста Крумкачева. Фастаец в одно касание, передача на фланг, Волков. Вновь Фастаец под левую подрабатывает, классная передача, Сугаков. И безадресно. Безадресная, да, сейчас была передача, хотя очень красивая игра была, и здесь было очень нарушение правил на Артеме Куратнике, но это, скорее всего, больше такое, наверное, грамотное действие судьи, так как если была бы остановка, то это было все-таки в фул пользу провинившихся, хотя и опасный штрафной бы мы увидели бы. Тем не менее, сейчас уже снова в атаке команда Трактора и нарушение правил. Александр Яцкевич нарушает правила на Кирилле Саченко, и снова будет у нас штрафной удар. Агафоненко. Так, на левом фланге Агафоненко пытается найти адресата. Сребненко сейчас с мячом. Хорошая обводочка от Романа Сидоровича. Снова фол уже Данила Волкова. Опасное нарушение правил. Ну, судья... Но без желтой карточки опоримся, хотя это вызывает на самом деле серьезное, я бы сказал, серьезное недовольство со стороны болельщиков Трактора, что, в общем-то, логично. Так, ну не спешит пока что Трактор снова разыгрывает штрафной, и, видимо, может какая-то так сбить какой-нибудь темп игры, скорее всего, может быть, с этим связано.
может быть тем, что, может быть, у игроков есть какая-то уверенность. И пробьет у нас Кирилл Исаченко, номер 77 сейчас. Штрафной удар, скорее всего, это будет навес на штрафную. Подача. Вынос весьма-весьма неплох, но второй темп, есть атаки и у атаки Трактора. И здесь же Стариков борется. Стариков в центр, классная передача. Аккуратненько, у него есть свободное пространство. И сейчас двое в трое буквально выходит Крумкаши в контратаку. И передача на Яцкевича оказывается точной. Аккуратник под левую, а левая нога у него как раз таки не рабочая. Еще одно врывание, но здесь мяч выходит за пределы поля. И, пожалуй, от ворот должен ввести этот мяч Вадим Олешкевич. И вот, да, вот А вот как раз таки герой эпизода Артем Куратник в данном случае... Нет, хорошо, с ним все, поднялся с газона и все же едва не ушел неотоваренным. Так, снова в атаке команда Трактор. Агафоненко с мячом сейчас на Сребненко. Как бы, скорее всего, вот навес на Никита Дудо, но мяч не оказывается... Весьма очевидная передача от Антона Сребненко. Я думаю, что весьма здорово все контролировал Илья Сугаков. И просто даже не пришлось бороться за этот мяч, потому что просто заблаговременно за спиной оказался Никита Дудо, который, в общем-то, и был адресатом этой передачи. Яцкевич. Так, снова в пустом месте, по сути, выхватывает мяч Илья Сугаков. И снова, к сожалению, мяч не доходит до штрафной. И здесь же нарушение правил. На самом деле фол тактический от Ильи Сугакова, не грубый, а атаку все же сорвал. И не позволил именно Никите Дудо убежать вперед. А Дудо, как мы помним, один из лучших бомбардиров второй лиги прямо сейчас. И, пожалуй, главную опасность впереди представляет именно он. От него-то мы, наверное, как и болельщики Трактора, и ждем главную угрозу у ворот Воронов. Редкое зрелище, когда игра в исполнении Трактора переходит к правому угловому флажку. Обычно передачами из глубины пытаются нагнетать тракторозаводцы, если можно так сказать. Ну, все-таки не спонсор, не тракторный завод. Совсем не тракторный завод и довольно давно. Да, все-таки Трактор, да, раньше в свое время Минский тракторный завод является главным спонсором ФК Минска. Сейчас, конечно, немножко другие времена. Раньше был клуб МТЗ Репо, позже который ставший названием Партизан, но, к сожалению, прекративший свое существование. А вот как раз-таки еще непонятно, является ли Трактор преемником хоть в каком-то смысле МТЗ Репо и Партизана. В общем-то, об этом я говорил в самом первом матче сезона. Тогда же неоднозначную реакцию это вызвало, однако я стою на своем. Определенное отношение к этому он все-таки имеет. Вот и вынос. Половец, передача вперед, неточная передача. Здесь Яцкевич будет за мяч бороться. Еще борьба буквально лежа на газоне. Яцкевич вновь борется. Оказывается, сам на газоне в этот раз. И вот здесь, пожалуй, комментировать просто нечего, потому что атака застопорилась на фланге, буквально оказалась запертой. В обратных порядках Крумкашу. Активно пошел Бакиновский в прессинг, быстренько ускорил темп игры и теперь помог своей команде добыть мяч и получает, кстати, фол для нашей команды. Никита Дудо, если я не ошибаюсь, центральный нападающий, сейчас оказался первым, кто настиг Бакиновского. Бакиновский ведь здорово отборолся в центре и классно начинал атаку своей команды, едва-едва не отдав передачу, так что можно сказать, что фол-то Никита Дудо в целом и оправдана. Желтая карточка. Уж неизвестно, чем бы эта атака закончилась. Тоже вполне себе цена, наверное, за несостоявшуюся хорошую атаку Крумкашу, которая вполне могла бы закончиться голом. К сожалению, не держали мяч наши футболисты. Тут какая-то такая уже какая-то непонятная, какие-то контакты просто между футболистами. Не просто там, чтобы там, еще потрогать друг друга надо было, но
Понятно, что уже 40 минута заканчивается игры, и счет 0-0, и пока что мы не видим просто, чтобы даже в чьи-то ворота гол бы зашел бы. То есть команды нет, они вторая команда, на гол еще не наиграли. Это еще видно, так как мало таких опасных ударов было у ворот. Действительно, чтобы такой избыток был, в большинстве пока что играют где-то примерно на флангах футболисты. И что команды Воронов, что команды тракторозаводцев. Волков с мячом. Навес, но куда, непонятно. Скорее всего, на Вадиму Лешкевичу. Возможно, просто приблизить футболистов к половине поля соперника. Но, к сожалению, мяч все-таки... Увы, это все-таки не хоккей. И здесь такой прием работает исключительно редко и в целом неэффективно. В общем-то, забросить мяч в зону, все-таки мяч не шайба, и возле ворот тоже зоной назвать это место не получается. Тем более, что чаще всего он оказывается именно что в руках у голкипера, а голкипер, в общем-то, с мячом возиться обычно не соизволяет. И дальше мяч уходит вперед. Трактор в атаке. Хорошая передача на Дудо. Дудо на широком шаге пытался сейчас посоревноваться в скорости с Кириллом Павлючком, который сейчас, в общем-то, не дал мяч своему сопернику. Сопернику, прошу прощения, конечно же, партнеру. Уж простите, погода сегодня действительно жаркая. А официальных матчей давно не было, комментировать было практически нечего. Теряем сноровку, теряем. Да, причем, что матчи отсутствовали практически везде, учитывая, что сегодня стартует уже и фактически европейский сезон. Чемпионат, чемпионат Англии, в частности, Кристал Пэлас Арсенал. Вроде бы такое противостояние сегодня ожидает всех поклонников английского футбола. И на самом деле, вот забавно, что рядом с нами сейчас, в общем-то, сидит именно что комментатор английской версии нашего канала, английских наших трансляций. И рады мы приветствовать сегодня Диму. Я думаю, что и тебе слово, Дим, мы сегодня дадим. Даниил Волков, Александр Бакиновский с мячом сейчас. И, к сожалению, в голкипера мяч попадает, будет угловой удар. Ну, первая такая, на самом деле, очень опасная атака. Хотя, в принципе, вариантов по-другому сыграть у Артема, наверное, и не было. Наверное, Артема не было других вариантов сейчас сыграть. Будет Арсений Стариков пробивать угловой удар. Посмотрим, насколько это будет удар опасный. Если будет разыгровка, я так понимаю, что подбегает к угловому флажку. Вадим поставит, но это было всего лишь тактический прием. Удар по воротам, парашютиком сейчас посылал на удачу. Вроде бы Януш Ладудько, этот мяч в ворота. Здорово сыграл на ленточке футболист Трактора Вадим Олешкевич. Напомним мы имя и фамилию этого голкипера, которая вечно вылетает, честно говоря, у меня из головы не первый матч за это за собой замечаю. Уж сколько раз я Вадима Олешкевича Олехновичем называл, тут уж и не сосчитать. А ведь матча с Трактором было на данный момент 2 штуки. То есть Никита Дудо снова нарушил правила. На самом деле сейчас ему очень опасно нарушать правила, так как у него уже желтая карточка есть. И, конечно же, сейчас любое нарушение может повлечь удаление с поля. В прошлом матче, к слову, Трактор остался после, как сама пресс-служба клуба написала, после глупого удаления на полчаса целых в меньшинстве. А это нарушение правил, в общем-то, непроизвольное, непредумышленное вроде бы, но рукой игра, она всегда рукой игра, поэтому штрафной весьма опасный, за пределов штрафной буквально метра на 2 выступает позиция бьющего. Кто он, мы узнаем совсем скоро, скорее всего. Это Вадим Фастовец, а вот нарушитель известен, это обладатель первого счастливого номера Евгений Ярышко. Говорю, что это необычный номер для полевого игрока. Обычно первые номера закрепляются за вратаря, за голкиперами команды. Да, всегда, если быть точным. Ну, Урожайный тоже, по-моему, первый номер защитник. И, кстати, тоже крайний защитник, если я не ошибаюсь. Да, вот такие вот они интересные крайние защитники во второй лиге. Дивизион Минск. Так, что ж, возле мяча Вадим Фастовец и неужели Януш Ладудько? Уж профиль-то я его вроде бы уже узнаю. Так, на изготовке. Все футболисты Трактора побежали в штрафную. Стенка из 4 или даже 5 футболистов, тут, к сожалению, неплохо видно. Удар. Все контролирует Вадим Олешкевич. И мимо ворот проходит удар. И все это под занавес первого тайма.
Сколько будет добавлено, я думаю, что не более минуты-двух. Все-таки остановок было немного, кроме водопоя и нескольких небольших непоняток с мячами, пожалуй, и вспомнить-то нечего. Но, скорее всего, наверное, не будет никакой даже добавления, потому что так что, четвертый судья Александр Клименов не показывает никаких добавлений по времени. Скорее всего, мы сейчас после этой атаки увидим окончание первого тайма. Итак, атака команды «Трактор». Снова первый на мяче оказывается Илья Сугаков. И нарушение офсайд. Кстати, миллиметров на самом деле очень был. Если так невнимательно смотреть, то может казаться, как будто ничего Как и раз не Роман было. Сидорович вроде бы выскакивал из-за спины грамотно. И передача была своевременна, а все же офсайд. Судьи заприметили, что, в общем-то, для второй лиги уже комплимент. В общем, неоднократно мы говорили, что вторая лига, учитывая то, сколько здесь матчей, сколько команд, становится хорошим полигоном для молодых судей, которые совсем не застрахованы от ошибок. Уж даже опытные судьи ошибаются. А что говорить о молодых арбитрах? И это было заметно в первом матче сезона тогда, когда 2 гола, которые были забиты крумкачами, в общем-то, были весьма и весьма спорными. Передача на дальнюю, момент хороший. Постоит цепляется за мяч. Есть еще возможность у Крумкачев зацепиться за гол в этом матче, в этом тайме, вернее. Передача здесь же здорово играет на подборе Януш Ладудько. Вот еще одна передача. И вновь Ладудько нейтрализует угрозу, а здесь уже и свисток на перерыв в исполнении Евгения Ясиневича. И уходим мы отдыхать. Вязкий и сложный первый тайм, но не без моментов, а это уже радует. Не без игры, а это радует вдвойне. Встретимся с вами через 15 минут. Не переключайтесь.
Так, ну, мы с вами возвращаемся на трансляцию. У нас тут интересная такая еще ситуация произойдет. Мы будем вести трансляцию сразу на 3 языках. Я буду вести трансляцию на белорусской мове, Дима Подгорный будет вести трансляцию на русском языке. Ну, и у нас еще один есть комментатор. Как мы уже и говорили, да, действительно, как только мы заговорили об английском футболе, сюда к нам пришел Дмитрий Кондратенко, более известный фанатам, как Дима. Диме, в общем-то, ведущий нашей трансляции на английском языке. Сегодня, в силу того, что он рядом с нами, английской трансляции нету. И, в общем-то, мы смотрим, что очень много английских болельщиков и болельщиков англоязычной нашей аудитории смотрят трансляцию эту. Поэтому, Диме, we are glad to see you here today. So Dimitri is telling me quite well, guys. I can clearly see that Chris donated £5, and thank you, Chris, for that. I also saw Tony right there in comments down below. So whoever is here from the English-speaking team, please drop the comment down below. And welcome to the match. I hope you're still here, even though we didn't start yet the second half. But feel free to chat there in the chat below. I'm literally here with Dimitri and Eugene. Eugene, Yes. Eugene. So we're all here together. So, Dimi, how's the match today? Not too bad. Still 0-0. Not a lot of moments, to be honest. But one very dangerous moment by Kuratnik, as far as I remember, who apparently plays as a striker. So brand new stuff from Mr. Kozyaka. But I expect him to win, which is right now coming on the pitch, so we can see the Ravens in white. Let's see. What do you expect, Dmitry? So what can I expect? I can expect that today Krumkachi start their, I think, new history wave, because the second part of the championship has been started today for us. It has been started a week ago for other teams, because as we all know, we miss the first match of the parts. So because I even cannot remember the name of the team that have withdrawn even before the championship has started. I don't know, but I think there was somebody very powerful. Like we were literally discussing with you and with the team, with Krumkachi volunteers, that actually we were quite looking forward for it. And then I think Favorit was the team. Yeah, Favorit. We're looking for which it. was actually, so much, speaking name of the team, but unfortunately, Favorit haven't become any of giant. So what can we see today? That Krumkachi has 2 new players. Yes. We have two new players. The lineup has Bakinovsky, changed. number 13, and Sugakov, number 10, 2004. Wow, so young. And by the way, guys, Return old footballist is Nikita Korolidze. Went play this season, the first half part of season in Malarita, but Malarita was withdrawn from the championship as well. So they withdrawn from the second league. Yes, so my God. we all know that now in Brest region there are some sufficient problems with financial fair enough. financial issues. So it all concerns Andrei Zaitsev, who was the biggest football investor, I guess, in Brest football for Ruch and Dynamo Brest. So Malarita was the part of Dynamo Brest project and then become the part of Ruch project, but Ruch has dismissed, I think, from football map of Belarus as well as Malarita this summer. So the second part has started, the second half, and we are looking forward for, I think, for the great result for the Krumkachi. And so thank you very much, Dimi, for joining us today with your Professional comments. Perfect English, yes. So By the way, Tony, I saw your comment, so welcome, mate. And by the way, guys, enjoy the sound of the stadium, because that's what we usually don't have. So here you go, guys. yeah, we were actually. I'm gonna give it back to the guys in Russian and Belarusian, but I'm gonna drop sometimes in, so don't hesitate. I'm here in the chat. Guys, continue here. Thank you very much, Dimi, for joining us today. Let's have a good match. Что ж, такое вот необычное, нетривиальное вхождение во второй тайм получилось у нас сегодня. Действительно интересно, пообщались с Дмитрием. Мы сегодня о команде, о восприятии команды. На самом деле, вот мы с Димой общались перед началом второго тайма о том, что сегодня Дима наконец-то смотрит матч в хорошем качестве, а не в той технической картинке, которая доходит до него в Британию. Обычно, в общем-то, там ему и разобрать-то трудно, кто где играет, но Дима
превозмогая, можно сказать, порывистый ветер технических неполадок. Да, действительно дает качество нашей англоязычной аудитории, но я всегда говорю то, что очень советую зайти и просто послушать, как звучат на английском языке трансляции Chromecast Show, даже тем, кто смотрит обычно нас на языке русском или белорусском, тут уж как повезет. Ну, а мы с Женей продолжаем говорить на тех языках, пожалуй, которые понятны, наверное, абсолютно каждому, кто смотрит нас обычно, но... В общем-то, да, как говорил Дима, присоединяйтесь и к обсуждению матча в чате. Мы будем очень рады вам там ответить. Ну а так Chromecast Show продолжается. Фастовец, штрафной, удар по воротам, в ближний угол и хорош Вадим Олешкевич в ближнем углу. Да, пока что начало второго тайма выдалось таким, достаточно сразу в атаку пошла команда Chromecast, хотя была опасная возможность для команды Трактора атаковать, но, к сожалению, мяч на первом мяче оказывается Андрей Напорко, и пока что игра у нас продолжается. Да, самое интересное, что впервые мы видим трансляцию сразу на двух языках, вряд ли такое увидишь даже, наверное, только если, наверное, какое-то переключение с американского телевидения какие-то есть, потому что американцы любят транслировать как-то вот не просто покупать трансляцию, покупать именно канал прямо со всеми логотипами, рекламами и так далее. А вот, допустим, в Европе ты покупаешь саму картинку только, где ты можешь сам выбрать нужные камеры. И иногда это становится причиной для каких-то либо недовольств, связанных с тем, с изображением тех или иных символов или каких-то элементов на поле. В том числе, особенно в Иране, когда была судья-женщина, часто переключали просто женщину-арбитра не показывали, потому что было по нормам шариата это было запрещено. Так, ну в общем-то, нужно сказать, что нужно учесть то, что Иран, к тому же, еще и шиитская страна, а шииты, в отличие от суннитов, имеют ряд более строгих правил, но вдаваться, собственно, в глубины исламской религии мы, пожалуй, сейчас не будем, потому что у нас есть футбол. В общем-то, футбол с исламской религией и с исламской страной связан в этом году особенно тесно, потому что буквально через несколько месяцев стартует долгожданный чемпионат мира, Мундиаль в Катаре. Впервые он пройдет в арабской стране, впервые он пройдет осенью-зимой. Конечно, не все этим довольны, честно вам скажу, есть у меня по этому поводу ряд соображений. Ну а здесь удар опасный от Арсения Старикова и ставит ногу на пути, по-моему, Никита Дудо. Как раз-таки вот уж вездесущий игрок. Пожалуй, засветился он сегодня в оборонительных действиях даже больше, чем в атакующих. Хотя его профильная позиция центральный нападающий, а призвание это лучший бомбардир второй лиги в дивизионе Минск. Видимо, пока что работают какие-то установки Сергея Васильевича, так как команда более активно в атаке играет. Пока что мы не видели каких-то особо выходов за пределы поля. Сейчас было нарушение правил, но судья, видимо, не считает это серьезным каким-то препятствием того, чтобы прервать игру. Игра продолжается. Слава богу, что мяч снова оказывается у игроков нашей команды. И сейчас Кирилл Павлючик с мячом пытается, наверное, найти адресата на правом фланге, хотя, конечно, там, чистый. Можно играть, но, к сожалению, наверное, может там на данном моменте подводит реализация все-таки. А вот здесь опасно, и оказалась отрезанной команда Chromecast от мяча, но вот то, о чем мы много раз говорили. Трактор просто принципиально не выходит в быстрой атаке и позволяет Chromecast, не знаю уж насколько это по-рыцарски или по-мушкетерски, перестроиться, я бы сказал, в порядке, в которых будет определенный количественный паритет. Да. Хорошо для Трактора, конечно же, нет. Но, возможно, команда по-другому не умеет, а мы ее здесь все за это, уж простите, песочим. Яцкевич, врывание в штрафную, и вовремя играет футболист Трактора. Здесь же, выбивая мяч из-под ноги, это был Виктор Орловский, номер 88-й. Да, сейчас снова будет угловой удар в исполнении Вадима Фастовца, как я так понимаю, потому что, к сожалению, уже немножко темнеет над футбольным полем, уже все-таки уже август месяц, да, солнце уже садится, таких поздних матчей, наверное, вряд ли мы уже увидим, только при искусственном освещении, скорее всего, это будет матч с каким-нибудь Юни, скорее всего, либо с Дюшор Бувсо Динамо, там есть стадион Динамо Юни. Удар, и первым мяче оказывается футболист команды Трактора. Ну вот и навес, на самом деле, непонятно точно, на что был рассчитан. Вроде бы казалось, что шел он на ближнюю штангу, позднее там адресата не нашел, а в итоге, в общем-то, промелькнула такая мысль, что, возможно, кто-то должен был просто мощным ударом с лета замыкать очень сильные
передачу Фастовца и просто прошивать Вадима Олешкевича, который сегодня пока что не давал слабину. Подача на дальнюю, и здесь Кирилл Павлючик оказывается во вратарской, мощно сшибая соперника на своем пути. Не вижу я точно, кто это оказался. И, конечно же, да, по-джентльменски сыграл Кирилл Павлючик, не стал принимать мяч, учитывая то, что, в принципе, мог бы, конечно, это сделать, но решил, что сыграть в пользу соперника, тем самым совершив настоящий фэрплей. И сейчас пока что спокойно почему-то Вадим Олешкевич пытается вести мяч в игру. Так понимаю, что здесь было, да, скорее всего, нарушение правил. И, скорее всего, да, будет у нас удар от ворот сейчас на данный момент. И Кирилл Усаченко сейчас мяч переходит. Прием подкачивается сейчас у полузащитника команды «Трактор». И мяч опять у Крумкадшоу. Ну вот на самом деле, в чем точно есть разница между «Трактором» и Крумкадшами, и что дает знать о том, что команда все-таки комплектовалась из любителей, из тех людей, которые действительно очень любят футбол, но, возможно, даже не помышляли о том, чтобы играть за какую-то большую спортивную цель, и между теми футболистами, которые стараются реализоваться до сих пор как большие профессионалы. Во многом это видно по таким маленьким техническим моментам. И это не в укор «Трактору», это всего лишь констатация факта и просто говорит о, скажем так, разном футбольном анамнезе двух команд. А здесь же атака «Трактора», и прорывает сам молодой футболист Егор Усаченко в штрафную. И на опыте Вадим Фастовец сейчас мяч убивает у него из-под ног. Правда, вот очень одобрительно на эпизод, вроде бы произошедший для каждой из сторон с одинаковой окраской, одинаково одобрительно реагируют зрители. Собственно говоря, как болельщики «Трактора», так и болельщики Крумкадшоу. Изаченко хвалят за смелость, Фастовца за расторопность и за грамотность в оборонительных действиях. Передача в центр, в одно касание. Здесь же открывает Сугаков. Красивый проход между футболистами, разыгровка. Передача и угловой удар. Красивая разыгровка сейчас была в исполнении Воронов. Один на другого. Такая сплошная тики-така, быстрая такая атака в одно касание. И да, мы сейчас получаем угловой удар. Снова выполнит его Арсений Стариков. И, как мы видим, наши ребята поджали соперников к воротам все-таки. И болельщики активно более включились в игру. Удар. Подача. На дальней остается мяч в пределах поля. Ицкевич, еще один навес, еще одна попытка пробить. И разворот от Павлючика. Правда, получился он больше в стиле танца. А здесь и возможность забить. И нету, кажется, офсайда. Ицкевич, естественно, должен быть пенальти. Мне кажется, после такого Александр Ицкевич даже не в борьбе за мяч получил по ногам и упал. Ну, да, спорная ситуация на самом деле, потому что тут и вроде нарушение правил со стороны Крумкадшоу, со стороны Трактора, но судья ни первый, ни второй эпизод никак не отметил. Вот, Женя, как раз-таки ты сразу же, когда я только стал говорить о возможном пенальти, замотал отрицательно головой. Почему уверенно? Вот почему? Ну, потому что все-таки там уже лежал футболист, и так как понятно было, что, скорее всего, была больше случайность, нежели какая-то спровоцированная, именно какая-то провокация со стороны игрока Трактора, поэтому как бы все-таки здесь нет места было нарушению. Что ж, есть в твоих словах правда. Пенальти мы так и не дождались. В общем-то, не на пенальти одно уповаем. А сильная и ожесточенная борьба за мяч происходит, пожалуй, на каждом участке поля. И чем дальше, тем отчетливее это видно. Передача в центр. Снова мяч на Кирилла Павлючика переходит, пытается перейти в атаку наш футболист. Януш Ладуцько на Максима Павловца. Максим быстро, технично пытается пройти его. Артем Куратник хорошим пасом на Александра Ицкевича. Илья Сугаков. На Даниила Волкова. Далее Вадим Фастовец на правом фланге, навес. И на Антона Сребненко мяч попадает. Но, к сожалению, мимо. И снова начинаем заново атаку. Слава богу, мяч остается у нас. На самом деле, сейчас нам с Димой очень тяжело комментировать. Очень молодцы болельщики, очень так громко поддерживают. Включились в этом тайме, пожалуй, так громко и так заряженно, акцентировано еще не было. Он действительно очень-очень
здорово включаются сегодня болельщики в игру. И, пожалуй, настоящий 12-й игрок, которого сейчас так не хватает. Да, ну а вот сейчас Арсений Стариков нарушает правила, однако есть претензии к арбитру со стороны красно-черных. По какой причине? В общем-то, я думаю, все понимают, мяч оставался у трактора, мяч продолжал свое движение, причем далеко не самое медленное, туда, на левый фланг, и в этот же момент прозвучал свисток, поэтому, в общем-то, трактор едва ли не впервые в этом тайме, перейдя в более-менее скоростную атаку, оказался в итоге зажат, я бы сказал, узами стандартного положения. Так, сейчас Евгений Ярышко пробил штрафной удар, но это было больше такое фланговый, такой тактический удар, который был направлен на левый фланг команды. И сейчас на левом фланге вся игра идет. И так понимаю, что наши футболисты запасные разминаются. Да, сейчас, Дима, пока небольшая пауза, скажем запасных футболистов наших. Вратарь запасной Матвей Сухаренко, 72 номер, 3 номер Марат Черняков поменял номер. Павел Лисюк 7, 14 Никита Киролиди, 17 Владислав Комутовский, 18 Павел Рацкевич, тоже еще команды. Позже договорим, сейчас Януш Ладуцкий. Да, к сожалению, пропускаемый гол, счет 1-0, причем такой курьезный как-то пропуск гола. От штанги мяч попал в ворота. Ну, ведь в самый угол попал в данном случае Кирилл Исачик. И я думаю, что курьезность здесь не самое лучшее слово, пожалуй. Возможно, рикошет, возможно, что-то еще, но все же ведь остался один в центре Кирилл Исачик. И пробил точно. И пробил, причем не абы как, а с разворота. Так, Александр Рацкевич. Подача в кутерьму, но здесь Алишкевич играет здорово. Играет уверенно и не спешит отдавать мяч дальше. Ни своим футболистам, ни чужим. В общем-то, нужно немножко сбить темп атаки и ретивости Крумкачева, которая, безусловно, в первые минуты будет куда выше, чем в последние минуты перед голом. Хотя Крумкачев, в общем-то, весь матч неплохо доминирует. А что касается удара по воротам, это ведь у трактора первый удар в створ в матче. Пожалуй, до этого Андрей Напорко. Александр Бакиновский с мячом, пасно! Иван Акалев! Замена сработала замена, счет 1-1. Иван Гренский. Буквально и 5 минут не прошло с момента замены. Я тебе скажу, не прошло и 2 минут, Женя. Да. Красиво. Да, сейчас снимали сторис. Наверное, самое более важное снимать все-таки со стороны вратарской. Я думаю, что наши СММщики как справились с работой. Я думаю, что и момент гола с 2 камер будет у нас шикарный. Да, действительно, и на самом деле эмоции также будут запечатлены на камеру, потому что, насколько я понимаю, Инна Лось, наш менеджер, снимала трибуны и нас в этот момент, когда гол был забит, а сам гол Инна вряд ли увидела. Вот, не увидела, машет отрицательно головой. Да, сразу немножко болельщики стали активизировались, вот буквально пару минут хотел. Ты знаешь, ведь очень было важно забить именно сейчас, когда трактор еще не окреп, я бы сказал ментально, как команда ведущая в этом матче. А забил действительно Иван Коленский, хотя сначала мне показалось, что Вадим Постоец срывается уверенно в штрафную с мячом. Но Иван Коленский свой шанс получил буквально сразу же и 3-м или 4-м касанием в этом матче забил. Вот это я понимаю коэффициент полезного действия. Да, но обратите внимание, мы сейчас просто иногда бывает не слышно, потому что болельщики активно говорят фамилии тех футболистов, которые забили гол в ворота соперники. Конечно, такие моменты просто иногда даже просто вот хочется послушать, прочувствовать атмосферу радости забитого гола. Поэтому обязательно, если у вас получается, приходите обязательно на стадион и поддерживайте команду. Причем, что следующая игра у нас будет с вами обязательно домашняя уже. Потому что по-другому, вот я даже обратил внимание, когда ты комментируешь матч, когда ты просто смотришь матч, когда ты находишься с болельщиками, абсолютно по-разному матчи смотрятся. То есть, однозначно здесь на самом деле Жень приходится концентрироваться на матче, не отдаваться полностью ни эмоциям, ни, пожалуй, какой-то не знаю даже чему еще, но просто смотреть матчи так не получается. Бесспорно, намеренно приходится гасить себе часть тех эмоций, которые так нужны. Киролиди, передача в центр, и вот включается Никита Киролиди активно, как мы привыкли это видеть в прошлом сезоне, еще на полях первой лиги. Тогда Никита, в общем-то, не отметился яркой статистикой гол плюс пас, хотя были у него голевые передачи, в частности, на Александра Яцкевича, помню я точно. Но все же Никита скорее запомнился общим ярким впечатлением, общей яркой игрой, которая, увы, не смогла конвертироваться в цифры в таблице гол плюс пас. Так, снова вратарь сейчас Андрей Напорко был с мячом.
И пошли в атаку Арсений Стариков и Максим Павловец. Соответственно, про Максима Павловца, он, кстати, в том числе, кроме того, что он отличный футболист, он активный блогер, любит всякие проводить челленджи, к примеру, вот задавал вопрос, в подарок получали сахар. Люди, ценный продукт в наше время, скажем так, конечно, что не может не радовать, что у нас футболисты это не только хорошие, но и талантливые во всех сферах. И сейчас была попытка нас сыграть на пенальти. Я так понимаю, что это был Артем Куратник или... Да, Артем Куратник действительно ворвался в штрафную, откинул мяч направо и в этот же момент вроде бы получил по ногам. Неизвестно, хорошая актерская игра и кому выражать благодарность, в общем-то, судье, который в данном случае нарушение не усмотрел, или все-таки киноакадемии. Ну что ж, Киралидис с мячом, Фастовец. И здесь довольно курьезный момент. Так принимал мяч Вадим Фастовец, что просто сам себе в лицо им попал. Это, не знаю, было ли видно, учитывая то, что камера снимает только с одной позиции, а это происходит на дальнем фланге. Да, и все же 1-1. Команды сейчас, мне кажется, будут несколько успокаиваться, потому что все же эмоциям отдаваться полностью на поле. Сейчас курьезный момент не случился, да, Вадима Лешкевича. Иван Коленский предпринял попытку забить, наверное, второй гол все-таки, потому что, наверное, на кураже парень уже играет. Забил гол, хочется, наверное, все-таки одного, всегда бывает маловато, хочется еще больше. Тем более, что он, кстати, занимает среди наших футболистов 3-е место в списке бомбардиров. Я так понимаю, что... Нет, Куратник 3-е место. Нет, Куратник 2-е, а Коленский, скорее всего, так понимаю, что 3-е. Разве не Вадим Фастовец? А нет, все же действительно Иван Коленский, у него на... Вадим Фастовец 2-й, а Куратник 4-й. И вовсе у Артема Куратника 7 очков гол плюс пас, 4 плюс 3. Если быть точным, Коленский же имеет статистику уже 8 плюс 1. С передачами, в общем-то, не так хорошо ладится, но у Коленского и задача другая. В первую очередь все-таки забивать, а не отдавать передачи. Действительно, очень-очень качественный страйкер, которым, как говорят, интересовались даже в высшей лиге. И даже вроде бы Ислач, против которой Иван Коленский в этом сезоне играл, однако показать многого не сумел, как, в общем-то, и вся команда. Пускай не возили Крумкадзе в том матче по полю, а все-таки, пересматривая матч, понимаю, что опасных моментов было немного. Совсем не столько, сколько против команд второй лиги обычно. Да, кстати, сейчас немножко такой интересный момент был, пока, Дима, ты говорил. У нас некоторое время было 10 футболистов, ну, включая вратаря. Максим Павловец ходил к тренерской бровке. Так, ну, я так понимаю, что готовится замена у команды Трактора. Сейчас, скорее всего, будет сделано уже после следующей атаки. После следующей паузы в игре. Сейчас команда Трактора будет вводить мяч в игру. Опасная атака сейчас Артема Куратника и Сидоровича Романа. Мы не регби, блядь! Вот такие моменты, интересно, есть, да. Иногда включаются другие виды спорта у нас в нашей игре. В общем-то, учитывая то, что Трактор команда боевая, и здесь на самом деле в матчах с Трактором всегда борьба выходит далеко не на последний план, а скорее даже на один из первых. Я думаю, что между регби и футболом с Трактором на самом деле не такая уж и большая граница. Да, такие моменты будут, когда нету больших скоростей, когда не хватает где-то техники. Именно борцовские качества будут переходить в одну из основных составляющих этого футбола. Ну, у нас в общем-то, это в каком-то смысле атмосфера, в принципе, футбола минорного. Исполнители, может быть, здесь далеко не всегда качественные, зато здесь действительно хотят играть в футбол, хотят играть за то, что это футбол. Так, замены. Вместо Орловского Виктора вышел на поле Алексей Гурко. И вместо Ильи Сорокваша на поле вышел... Ой, Илья Сорокваш вышел на поле. А вот кто вместо его, я пока что не заметил. Сейчас нам скажет диктор. Мы немножко упростим себе задачу. Покинул поле у нас Агафоненко Василий. Наши прошли в атаку. Вперед идет команда Трактор. Немножко получила свежие силы. Сейчас с мячом Никита Дудо. Но, к сожалению, мяч не удерживает. И, тем не менее, держал и все же нарушил правила в борьбе. Арсений Стариков там на самом деле ни на сантиметр-то от него не отлип и сопровождал, можно сказать, Никиту Дудо с мячом до самого-самого последнего момента. А последним моментом стал свисток арбитра.
Так, красивый пас пятка, это Александра Яцкевича. Ускорение Молодец по левому хорошее. флангу. Передача на скорости, удар по воротам, Фастовец. Выше Мимо. ворот. Мяч оказывается, к сожалению, да, но красиво сейчас атака была, что игра пяточкой от Александра Яцкевича. Увы, это просто- завершается она не самым акцентированным ударом по воротам. Фастовец явно метил под перекладину в девятку внешней, внутренней стороной стопы, безусловно, щекой. И все же мяч уходит по не самой красивой траектории за пределы поля. Так, да. Так, болельщики уже кричат, просят на поле выйти Марата Чернякова, который, наверное, в принципе стал любимчиком всех наших болельщиков, самый молодой футболист нашей команды 2005 года рождения, которому только недавно исполнилось 17 лет, но тем не менее он уже успел стать любимцем всех болельщиков, особенно Стал любимцем болельщиков, даже еще не появясь ни разу на топ-момент в матчах официальных. И, в общем-то, в этом, наверное, особенно шарм и талант. Фастовец на фланге. Есть забегание хорошее в центре. И сшибает, наверное, здесь был бесспорный гол. Так, 2-1 Александр Яцкевич забивает гол. Так, ну тут что-то спорный момент, почему-то сейчас, скорее всего, будет недовольство со стороны игроков «Трактора», потому что Никита Дудо лежит на поле, или нет, не Евгений Дудо. Да, и там на самом деле перед голом-то было очень неприятное столкновение. Ярышка. Яцкевич забивает мяч, и ты знаешь, вот я так неудачно сел сейчас здесь на стадионе РЦОР, что, празднуя гол, ударился головой об одну из опорных конструкций навеса. А вот Ярышка сейчас нужна замена, и, судя по всему, очень серьезное повреждение получил в столкновении с номером 13, в столкновении с Александром Бакиновским, который очень много сделал, кстати, как раз для того, чтобы этот гол состоялся. Футболист «Трактора», ну а Александру Яцкевичу, его мастерству исполнительскому здесь можно сказать только браво. 2-1. Крумкаши выходят вперед за 20 минут до конца матча. А мы празднуем мяч, желая при этом здоровья Евгению Ярышко, который довольно серьезно пострадал в эпизоде. Да, просто столкнулся, скорее всего, с футболистом команды. Да, ведь на самом деле столкновение это мне сначала показалось, что Ярышко сам нарушил правила, но скорее всего оно все-таки игровое. А может быть и нет. Вот на самом деле здесь еще непонятно. Ярышко не попал по мячу откровенно, при этом шел на опережение. Наверное, все-таки, в общем-то, главный арбитр мог указывать на точку в данном эпизоде. Довольно грубо сыграл сам Ярышко, но сам пострадал. И самое главное не то, поставил он бы пенальти главный арбитр или нет. Главное то, чтобы Ярышко позднее вернулся на поле здоровым. Наш футболист активно помогает, как-то поддерживает его в плане того, чтобы как-то поддержать футболиста тоже, опять же, как это вот фэрплей чистейший. Сколько даже футболистов наших больше, чем наши футболисты даже больше поддерживают Евгения Ярышко, чем футболисты «Трактора», что, Я бы конечно, сказал, что там вокруг Ярышко исключительно наши футболисты. Над ним «Трактор» стоит где-то рядом. сейчас еще очень серьезно с Евгением, он только поднимается, только еле. Да, и ведь на самом деле, что примечательно, ведь сотрудников скорой помощи, насколько я понимаю, сейчас на стадионе нет. Нету скорой помощи, то слава А богу, ведь и носилок-то тоже нету. И как Ярышко сможет покинуть поле, непонятно. Пока что не встает Александр. Уже 2 минуты длится эта вынужденная пауза. Нужна помощь. Готовится замена и на скамейке «Трактора». И на самом деле нервозность, она понятна в данном случае. Ну а ситуация какая-то очень опасная, что на самом деле ситуация мне немножко... очень неприятная и лежит до сих пор. Ярышко. Мне, честно, напомнила историю как бы не хотелось бы, конечно, так немножко разочаровывать историю с Кристианом Эриксоном, когда очень Ты знаешь, я жуткую. думаю, что здесь абсолютно не тот случай. Не тот случай, надеюсь, да. Даже совершенно не Он, та... да, уже сидит, все хорошо. Совсем не та нервозность, сидит. совсем не те телодвижения, наверное, которые нужны в том случае, когда требуется неотложная Встал. помощь. Евгений, Да, но встал да. и уходит он с поля с поддержкой футболистов. Вот тут тоже некий символический эпизод, потому что поддерживают его сразу 2 футболиста. Один футболист «Трактора», а второй футболист Крумкашов. Вроде бы это Вадим Фастовец, но проблемы явно есть и, судя по всему, довольно серьезные у
футболиста «Трактора», номер 1, Евгений Ярышко. Всегда приятно замечать его по необычному для полевого футболиста номеру, но здесь, к сожалению, замечаем мы его и по той причине, что становится он тем футболистом, который получил серьезное повреждение. Вот и замена. Олег Головнев появляется на поле вместо Евгения Ярышко. Увы, ах, проблемы такого характера этот матч не обошли. Да, к сожалению, есть такие неприятные эпизоды все-таки в нашем футболе. Опять же, говорим, что насколько опасно играть во второй лиге, когда нет возможности такого дорогого лечения футболистов наших. И вообще нет такого дорогого лечения, поэтому каждая травма может просто поставить, такая серьезная травма, поставить крест на карьере футболиста. И сколько таких случаев есть даже и среди историй, связанных с футболистами элитных дивизионов, когда, особенно вот вспоминать история с Кака, который, перейдя в Реал, стал получать серьезные травмы. Сейчас Иван Грицкевич снова на атаку, но не хватает ему... не хватает. И ведь не только Кака, есть еще и Эден Азар, который показывал себя полностью, пожалуй, но об этом позже. Удар по воротам, опасный момент, и контратака «Трактора» намечается. Дудо обвел одного, передача на партнера слева и стремится в атаку «Трактор». Есть в центре один футболист. Дудо, однако, смещается на фланг, врывается уже в штрафную. Здесь же на обманном движении передача и удар хороший в дальнюю девятку. Точным не становится, однако все же. Так вот, да, Эден Азар, ведь Челси показывал себя, пожалуй, с лучшей стороны, а в Реале только в этом сезоне на него наконец-то вновь возлагаю большие-большие надежды, потому что до этого травмы действительно мешали талантливому футболисту, и даже были разговоры о том, что может он карьеру завершить из-за проблем, если я не ошибаюсь, с сухожилием коленным или голеностопным. Вот тут уж, простите, если не помню точно, Стариков. Передача направо. Вадим Поставец с мячом сейчас дает пас на Никиту Много свободных Киралиди. зон. Никита с Киралиди. мячом, сразу болельщики стали активно его поддерживать. Любимец болельщиков тоже Никита Киралиди. Но, к сожалению, мяч не находит нужного адресата, и поэтому мяч у команды «Трактор». Ну, вышел с предела поля, уже сыграли чуть больше половины тайма, уже футболисты заодно в этом большом перерыве могли получить, уже сходили на водопой, а, кстати, с Евгением, видимо, ситуация очень серьезная, до сих пор лежит, я так понимаю, что, возможно, ждут бригаду скорой помощи, я так понимаю, что, потому что, ну, человек до сих пор сидит, не может просто встать даже. Хотя случай просто курьезный, на самом деле, то есть никакого нарушения правил здесь не было. Ну, такие случайности бывают, приводят серьезные травмы. Сейчас Иван Коленский снова в атаку, но, к сожалению, мяч сейчас проходит немножко сильный пас оказался для Ивана. Первым на мяче оказался Вадим Илишкевич, вратарь команды «Трактор». Но сейчас и курьезная ситуация была у ворот нашей команды. Что ж, вот она атака. Прости, Жень, что перебил. Честно говоря, вот я смотрел определенную справочную информацию. Позднее, а вот и позднее удар. Да. Мощный поворотом в ближний угол. И здесь же опять не получается. Линейный судья что-то там подбегает, какие-то вопросы решить, к сожалению. Так, и здесь какие-то проблемы, возможно, у судьи с инвентарем. Флажок потерял, наверное. Так, какая-то интересная ситуация произошла. Какая-то весьма курьезная ситуация. Вот сейчас просто второй помощник арбитра взял и снялся, грубо говоря, с своего поста и куда-то убежал. Я так понимаю, что сейчас будет небольшая пауза. Да, у нас водопой. Точно. Уже был водопой. Забыть. Да, температура постепенно снижается, на улице все комфортнее и комфортнее, а все же водопой по регламенту положен. Не, ну уже был один раз водопой во время этого перерыва, но я так понимаю, какие-то другие. Но все же это был водопой, так скажем, не регламентированный, а во время вынужденной паузы. Так, ну что-то Александр Ицкевич смеется. Ну да, разные причины были. Да, у нас сейчас опять небольшая пауза. Я думаю, что вот опять Дмитрий Кондратенко, может быть, с нами немножко пообщается. Дим, ну как тебе второй тайм? Надейся. Честно говоря, намного живее. Мистер Козяка прям устроил тут футбол атакующий во втором тайме. Очень приятный выход Коленского, прям вообще впечатляет, очень много активности. Ну а что касается того, что Крумкаши пропустили первым, насколько, как тебе кажется, именно это завело команду, насколько именно это повлияло на нынешний счет?
Возможно ли, что Крумкаши, не пропустив один мяч, сейчас, может, не забили бы 2? Не знаю, честно говоря, не знаю. Я бы сказал, что скорее замены сработали. И как-то ребята завелись, что не может не радовать. Я видел, что фанаты несколько кричали: «Выпускай Коленского». Через 2 минуты вышел Коленский и забил. Собственно, Знали, видно о чем было, говорит. да, но видно было, что не хватало нам, наверное, забивного нападающего в центре. Все-таки для Куратника это новая позиция. Поэтому, как только вышел Коленский, собственно, сразу гол. Ну и Яцкевич отличился, тоже очень приятно. 2 наших нападающих номинальных все-таки сегодня забили. Поэтому, как сейчас все выглядит, так должны побеждать, 3 очка забирать, увозить отсюда, со стадиона Трактора. На это очень хочется надеяться. Игра действительно после пропущенного мяча, пожалуй, но это мое субъективное мнение, стала по-настоящему яркой, и со стороны Трактора в том числе. Трактор вот сначала, мне кажется, почувствовал даже себя несколько вольготно и попытался поиграть в открытый футбол, что, в общем-то, и привело к тому, что он пропустил дальше 2, ну а сейчас Трактору терять-то, в общем-то, нечего, и нужно отыгрываться, и поэтому вот нас... О, нас возвращает судья на поле. Да, вернулся помощник главного арбитра. По-моему, у нас еще замена была. 7 на 11. Да, замена действительно была. Это у нас Востовец ушел? Да, действительно, да. Павел Лисюк уже вместо Вадима Поставца. Стандартная замена. Спасибо еще раз, Дима, что к нам присоединился. Небольшую паузу, пообщались мы опять с нашим англоязычным, комментатором Крумкат-шоу Дмитрием Кондратенко, который сейчас находится в Минске. Временно Александр Яцкевич попадает под раздачу. И неужели тут нету нарушения правил? Нет вот нарушения в этот правил. раз я действительно не согласен с арбитром ни в коей мере. Да, По-моему, Александр Яцкевич прокинул мяч вовремя, а вот то, что его задели, это было уже против правил. Стоит вам еще раз напоминать о том, что напомним, что у нас есть Patreon, куда вы можете оформить наш донат, подписку, в которой вы получаете эксклюзивные видео. Мы, команда, напоминаю, что вернулась уже с отпуска, и видео будут записываться. Также напоминаем, что у нас есть донаты во время прямого эфира. Спасибо. Thank you, Englishmen, guys, who can donate. Yeah, for donating for our club, because we are looking forward for your help as well, and of course we are really glad that someone donates us, and also I'd like to say that you can leave messages as far as I know, so you still are to say something, and we will tell it also during our broadcast. So, напоминаю я то, что параллельно с донатом можете вы также вносить свою лепту и в нашу трансляцию, оставляйте свое мнение о матче, передавайте приветы, мы будем рады зачитать, но я напоминаю то, что бесспорно мы зачитываем только добрые и позитивные, или же критические замечания, но ни в коем случае никакого языка вражды. Итак, атака развивается по флангу, Лисюк подача, свечка зажигается, Коленский, Яцкевич должен быть первым на мяче, едва до него не добирается, падает в штрафной, нужно подниматься. В этом случае я согласен с Евгением Ясиновичем, действительно, Ясиновичем, подняться стоит. Снова атака команды «Трактор». Уже, пока тут еще Дима говорит на английском языке, мы вам была такая интересная атака у команды Крумкат-ши. Хороший проход Арсения Старикова, однако, к сожалению, из-за такой небольшой ошибки пас совсем не туда пошел, куда надо. И, к сожалению, мяч уже находился в руках соперника. Но, тем не менее, никаких серьезных пробелов дальше ошибок команда наша не совершала. И Арсений снова с мячом сейчас находится. Окружает его активно номер 98 Илья Сорокваш. Кстати, я так понимаю, что первую половину сезона, я так понимаю, что он играл в Урожайной, потому что очень знакомая фамилия. Видел его в составе другого клуба, если ты меня, Илья, Дима, не подправишь. Или все верно, что Сорокваш играл в прошлом половине за Урожайную. У нас пока атака. Яцкевич один остается, по сути, на левом фланге. Можно стрелять и можно продолжать, потому что мяч остается на земле, остается буквально ничейным. Запоздал, мне кажется, с включением в эпизод несколько Вадим Лишкевич, потому что мяч-то остался ближе к нему, буквально в метре, но он остался просто, грубо говоря... Так, Александр Бакиновский остался, грубо говоря, нет, не Александр наблюдателем. Бакиновский. Так, я так не понял. Я так понимаю, что карточку получает у нас Алексей Гурко. Что сразу показалось, что эта карточка была в сторону
нашего футболиста, но нет. Оказывается, это фол был со стороны команды Трактора. И если он был со стороны Трактора, то почему же его вводит Вадим Олешкевич? Вот, честно говоря, это загадка. За пределами поля, скорее всего, был фол. Вполне вероятно. Сразу вышел мяч за пределы поля, а затем уже был совершен фол. Итак, Вадим Олешкевич снова вводит мяч в игру, с центра поля мяч проходит. Дудо Никита красивым обводочкой на Януша Ладутька красиво просто в воздухе переиграл его. И сейчас просто идет уже в атаку. На левой штрафной площади играет команда Трактор. Активная атака, я так понимаю, что рука была, но судья вряд ли, наверное, там увидел. И выбивает наши футболисты мяч. Павел Лисюк активно включается в игру. И Иван Коленский просто красиво обходит игрока Трактора. Сейчас наши в атаке 4-3, 5-3 даже образовывается игра. Александр Яцкевич на левом просто фланге. Вот. Ну что, пора ставить точку в матче. 85-я минута. Яцкевич на фланге. Яцкевич затормозил несколько атаку. Половец играет назад, Ладутька. У Ладутька есть несколько предложений на фланге. Делает он, пожалуй, самое неочевидное, потому что Павлючик хоть и шел вперед, но все же не смотрел на Ладутька. Явно рассчитывал несколько другое решение. А Ладутька слишком понадеялся на партнера по защите. Итак, снова в атаке команды Трактора. Уже заканчиваем 85-я минута. В принципе, я думаю, что может минуты 4 будет добавлено, учитывая, сколько пауз было в игре. Времени еще играть, я думаю, минут 10 будет у нас точно. Тем не менее, тут опасная такая И вот атака. опять страсти кипят. 98-й номер, Илья Сорокваш, если я не ошибаюсь. Сейчас буквально сцепился с Александром Макиновским. Вроде бы с Яцкевичем в том числе. И не пойму, кому же дали желтую карточку сейчас, то ли Яцкевичу, то ли Макиновскому. И тому, и другому дали. Одному дали за жесткую игру, второму дали за лишние какие-то разговоры. Кажется, говорится... Честно говоря, все лишние честно. разговоры были в данном случае несколько заметнее, чем грубая игра. И трель судьи тоже, именно неспортивное поведение, оказалось куда громче, чем на грубую игру. Ну, наверное, потому что сбивать страсти в ситуации с грубой игрой уже поздно. А вот в случае с неспортивным поведением самое-самое время. Так, у нас на поле появляется Александр Данилик и Владислав Костюкевич. И уходит у нас Роман Сидорович. И уходит еще... Сейчас мы так попытаемся понять, кто это был. Так, это, видимо, скорее всего, был... Сейчас пытаемся понять, кто это. Пока будет штрафной удар в исполнении команды Трактора. Разыгровка! Хороший прямо вот такой блок от Никиты Киролиди. От Никиты Киролиди. Так, и вместо... Александр Данилик вышел вместо Егора Исаченко. Так, в принципе, еще у одной и другой команды есть, в принципе, достаточное количество замен. Хотя, в принципе, возможно, они будут направлены на то, чтобы сбить темп игры, скорее всего, какой-нибудь. И поэтому, конечно же, будет очень такая интересная игра. Передача в центр, напорка. Первый на мяче. Здорово, надежно сыграл за пределами вратарской. И по-прежнему держит мяч штрафной. Ладутька. Прессинг от Трактора перешел, пожалуй, несколько нетипичным для Трактора состояние. Он стал высоким. Трактор разрядил зоны сзади. Трактору больше, в общем-то, надеяться и не на что, учитывая то, что счет не в пользу Трактора, времени остается мало, рассчитывает на малые силы впереди. Несколько опрометчиво. Поэтому я думаю, что Трактор будет пытаться до последнего выжать в матче свою выгоду, выжать все-таки свой спасительный гол, а может быть и два, ведь, как показывает Крумкаши, ничего невозможного нету. Нарушение правил, Ладутька в качестве пострадавшего, и, честно, не знаю, с кем он сейчас пререкался больше, с нарушившими правила футболистами Трактора или с Павловцом, который просил передачу, но не допросился. Павлючик. Длинную передачу отдавать не стал. И ощущение, что несколько пытается сбить темп, хотя скорости у Крумкаши, тем не менее, остаются довольно высокими для второй лиги, даже при условии преимущества. Хотя Трактор, в общем-то, сейчас не так далеко от того, чтобы
вновь восстановить паритет на табло, потому что Трактор на половине поля Крумкадшова, и у Трактора есть несколько футболистов в штрафной, даже которые ждут передачи, но никак ее дождаться пока не могут. А Никита Дудо и вовсе футболист несколько непредсказуемый, футболист техничный, со своей какой-то особенной, я бы сказал, техникой, на широком шаге иногда умудряется он делать такие вещи, которые делают не все, а вот и гол. Вот и 2-2. Остается совершенно один, только что вышедший на поле Александр Данилик и делает счет 2-2 на 89-й минуте. Вот то, о чем я и говорил. Трактор сжал до последнего, шел вперед большими силами, и его, так сказать, ставка на зеров в данном случае сработала. Да, на самом деле это красиво. Красиво, так, конечно, отпраздновал гол, сделал воздушный поцелуй, только непонятно в какую сторону, там, может, кто-то снимал, к сожалению, мы отсюда не можем увидеть такое положение. Да, ну, я говорю, что еще минута до конца основного времени, но еще минут 5, я думаю, будет добавлено, учитывая, сколько пауз в данной игре у нас было. Поэтому 2-2, поэтому сейчас игра будет просто до первой ошибки. Пожалуй, да. Либо до первой ошибки, либо же все же до финального свистка. Уж неизвестно, кому нужно больше и кому нужно больше чего. Я думаю, что Трактор все же такой счет вполне себе устроит матчи с лидером, матчи с фаворитом. А вот Крумкадши действительно даже ради своего собственного престижа будет пытаться жать до последнего. И вот здесь не подстроился под мяч Коленский. И был в шаге от того, чтобы вновь через минуту, буквально после мяча пропущено, вывести свою команду вперед. Да, активно болельщики поддерживают команду «Трактор», в том числе тоже есть товарищи, знаю, что смотрят даже в трансляции. Тоже огромное спасибо за то, что поддерживаете клуб. Если какой-то интерес, следите, пока что это большие атаки. И нам, конечно, реабилитироваться, и снова что-то вот не то получается. За спиной Александра Яцкевича проходит мяч. Читалась передача на ход, но в итоге передача пошла на стоячего. Александр Яцкевич продолжал свое движение вперед. А вот еще одна подача, едва рикошетом она не заканчивается. Очень плотно села команда «Трактора» в защиту. Почти только два футболиста прицелом штрафной есть. Ваня Коленский снова. 7 минут добавлено. То есть давно такого не было, такого добавления. На самом деле всему виной лишь ситуация с Евгением Ярышко, который покинул поле, в общем-то. И после этого минуты 3 или даже 4 игра просто не шла. Плюс тот факт, что ко второму тайму всегда добавляется несколько больше, просто из приличия. А также, да, водопой. Пауза на водопой, которая тоже ушло порядка 1,5-2 минут. Я думаю, что все логично и, наверное, главный арбитр имел право добавить даже больше. Трактор в атаке, врывание в штрафную. Можно Данилику бить из этой позиции. Еще один удар читается и дальше делает счет. Напорко делает счет 3-2. Но я считаю, что Андрей Напорко в данном случае совершил чудо. Пускай и у Дудо не получился совсем. А на трибунах творится что-то невообразимое на самом деле. И комментировать становится все труднее и труднее. Я даже просто готов покинуть студию, кинуть микрофон куда-нибудь и досматривать матч вместе со всеми, потому что, честно говоря, мои комментарии сейчас просто не имеют никакого смысла. Футбол обо всем говорит за себя. Видите, наши контратаки пытаются просто держать за мячом, потому что понятно, что сейчас каждая атака может привести к голу. И все-таки сейчас прямо вот от ворот до ворот футболисты играют самый настоящий аргентинский футбол. Демонстрируют футболисты. Никита Дудо снова с мячом, Ян Шладуцкий его прессингует, и мяч не дает мячу выйти. И с внешней стороны касается он сетки. Дудо опять пытался нагнетать ситуацию возле ворот, и едва у него это... Итак, сразу в игру пошли футболисты. Не получилось. Да, даже Андрей Напорко не стал ждать никаких моментов, сразу быстро в атаку идет. Нас ожидает очень сейчас тяжелая минута, очень активная, наверное. Где-то будем запинаться, извините, где-то будем кричать, извините, но такие эмоции. Все-таки, как ни странно, мы с комментатором... Честно говоря, уж не знаю, эмоции или нет, просто иначе работать невозможно, потому что себя не слышно. Зрителям, возможно, также не слышно то, что мы здесь говорим. Максим Павловец сейчас в лицо мяч попадает или в руку? Нет, в лицо, скорее всего, мяч больше попал. Не было здесь игра рукой. Игра рукой здесь мы, наверное, не видели больше. Все-таки здесь лицо больше было. В лицо больше мяч попал. Так, сейчас Кирилл Павлючик перехватывает мяч. Сейчас быстро в атаку Иван Коленский на Александра Бакинцова. Александр Бакинцов! Прорывается штрафной, и удар максимально неудачный, неточный. В ближний угол целью Коленский. Срезается мяч с
ноги сейчас все улетает закончим, мы сейчас просто в сторону закончим сетки. и побежим играть, потому что настолько такие эмоции, даже вся наша дикторская ложа просто полностью на эмоциях, не понимаю, что происходит. Мне кажется, нет смысла смотреть Кристал Пэлас, Арсенал, потому что... Нет, сейчас, пожалуй, не до них. Да, точно не до них, учитывая, что игра чуть здесь наточется. Снова в атаке сейчас футболисты команды Трактора. С мячом у нас Спартак Береснев. Не Спартак Береснев, извините. Подача. Подача, так. Центр не в штрафную, правда? Дудо прокидывает мяч вперед и идет в штрафную. Выход 1 на 1 едва не получается у Дудо. Павлючик контролирует ситуацию. Максим Павловец. Павловец разгоняет свою атаку, идет вперед. Коленский убегает он по флангу. Есть перед ним пространство. Есть перед ним и защитник, и можно раздвигать дальше оборонительные порядки. Трактора, удар поворотом. Спасает сейчас свою команду Олешкевич. На самом деле Ивану Коленскому можно было просто с первого касания попытаться дать с поворотом. Ворота были пустые, так как вратарь команды Вадим Олешкевич просто находился в позиции Нойера, как говорится. Находился где-то точно не в вратарской зоне. Сейчас угловой удар у нас пробьет. К сожалению, мы отсюда не видим, кто может у нас это сделать. Не можем увидеть, но удар высокий, свечка прямо зажигает на Артема Куратника, но мяч куда-то не туда просто идет. Быстро Вадим Олешкевич, быстро разгоняет атаку сразу. И Андрей Напорко добивает. Напорко, возможно, не самый удачный вынос, но успевает почти что. За ним Ладучка успевает, но за пределами поля. И Трактор идет вперед. Вот, честно говоря, мой прогноз ведь не оправдался от слова совсем. Трактор пытается выжить что-то еще из этого матча, пытается пойти вперед, возможно, на кураже, но совершенно не играет команда Александра Феранчука на удержание в эти минуты и пытается, возможно, придерживаться правила, пока мяч у нас нам не забьют. И Крумкачи умеют забивать и на последних минутах. Помним мы матч со Слонимым, который был в конце мая, тогда буквально последние секунды все перевернули в матче. Вперед идут Крумкачи правым флангом. Киралиди, нет, это Лисюк. Подача неточная и выходящая за пределы поля. Пожалуй, да, и нас здесь, еще... возможно, и спекуляции с точки зрения затяжек времени какие-то будут. Так, 2 минуты, всё скорее это, всего, еще играть. В общем-то, предсказуемо, да. Но времени не так много. Шансы, пускай и есть, но все-таки тают на положительный результат в этом матче. Все-таки ничья — это не то, с чего хотелось бы начать второй круг и под знаменем чего провести второй круг. Активно сейчас Арсений Стариков пытается прессинговать футболиста команды Трактора. Но мяч спас мимо на Яноша Ладуцкого. Янош Ладуцкий сразу не пытается никого искать, сам идет в атаку. Артем Куратник на Ивана Коленского, скорее всего, успевает держать. Игра в мяч, никакого нарушения правил здесь нету. Иван Коленский снова пытается завладеть мячом, мяч куда-то не туда просто. Свечка загорается, и в нашу пользу она горит, потому что мяч полетел просто по той траектории нисходящей, по которой удобнее за него было цепляться именно футболисту атакующей команды, нежели команды обороняющейся. Ну а дальше борются снова за мяч наши футболисты. Павловец на фланге, передача на Ладучка, подача в штрафную, Яцкевич пытается за них зацепиться, и удар поворотом, еще один может быть, и вынос, по-моему, на угловой. Да, Или же нет? И все же удар от ворот. Удар от ворот, но очень опасная сейчас игра была, очень был высокий риск вероятности или пенальти, или все-таки нарушение какого-то правила. Не спешит почему-то Вадим Олешкевич, хотя на самом деле мог бы быстро сказать вперед, парни. И мне кажется, здесь как раз-таки очень опасно, потому что темп атаки у Крумкачу был очень высокий. В случае перехвата это будет просто смертельной ошибкой для Трактора. Но вот он, финальный свисток. Трактор вырывает ничью на последних минутах встречи. Крумкачи, увы, сегодня остаются лишь с 1 баллом вместо таких желанных 3. Матч подарил нам, пожалуй, потрясающие эмоции. Вторая половина встречи получилась совсем не читой первой. Первая вязкая окупилась яркой второй. Мы благодарим всех, кто сегодня подключился к нашей трансляции. Благодарим обе команды за игру и надеемся на то, что второй круг для Крумкача получится очень ярким. И все последующие встречи будут иметь для нас все же 3-очковый, я бы сказал, результат. Права на ошибку нет у нас. Права на ошибку действительно нету.
нужно лететь вперед в направлении первой лиги. Ведь именно большим амбициям, к большим турнирам стремятся крумкадши. Это показывают в каждом матче, в частности по тому, сколько болельщиков приходит на эту команду каждый матч. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Этот матч для вас комментировали Евгений Деско и Дмитрий Подгорный, а также наш специальный гость Дмитрий Кондратенко, комментатор англоязычной трансляции Крумкадж Шоу. Всем спасибо, до новых встреч.